Всем ассаламу алейкум и доброго времени суток. Впервые в истории культурного центра «Алан», в истории города Ставрополь будет проходить не похожий ни на что, необычный, неповторимый форум здоровых привычек. Медицина, эмоции, психология, ислам, спорт, теория, практика и много всего другого именно на нашем форуме. Сегодня первый день нашего форума, на котором выступят сразу 4 спикера. Давайте я познакомлю вас с ними поближе. Меня зовут Лариса Чагарова, я врач-гастроэнтеролог, работаю в диагностическом центре. Здравствуйте, меня зовут Анаида Славиковна Байчан, я врач-эндоскопист, нутрициолог и диетолог. Я Хабыртова Аида, врач-невролог, цефалголог, ботулинотерапевт диагностического центра. Добрый день, меня зовут Марина Гагуева, я кандидат психологических наук, психолог лидеров и бизнес-супервизор. Как вам проходящий форум? Мне очень нравится формат форума, аудитория очень вовлечена, они задают такие актуальные, интересные вопросы, что даже в какой-то момент забываешь, что в зале не медики. Сегодняшний форум был очень познавательным не только для окружающих, но и лично для меня, как для врача. Я узнала для себя много нового, всю эту информацию очень хорошо скомпоновала в своей голове. Так, я нахожусь рядом с гостями нашего форума, с участниками нашего форума, которого зовут? Лейла. Вас, молодой человек? Энрико. Тот самый. Как вам проходящее мероприятие? На самом деле очень интересно, очень много нового узнали. Также очень много задали вопросов, получили ответы. Вообще очень все круто. Спасибо организаторам за такое прекрасное мероприятие. Интересный спикер, очень информативно, также много чего записали. Мы услышали много хороших вопросов, хороших ответов. Все радует, хорошая атмосфера, хороший позитив, мне нравится. Так, я нахожусь рядом с... Наталья. Наталья, как вам прошедший форум? Супер, я просто в восторге. Все очень понравилось. Доступно для простых обывателей. Есть что-то, что запомнилось больше всего? У каждого спикера что-то запомнилось, я себе отметила, в блокноте записала. Ко многим подошла, задала вопросы. Ну, супер формат. Форум просто шикарный, на самом деле очень крутые спикеры, столько полезной, нужной информации, все очень доступно, а самое адекватно. Еще такой вопрос. Как вы считаете, насколько такие мероприятия важны для нашего общества? На самом деле это очень важно в плане том, что молодежи негде получать информацию. В интернете очень много разрозненной информации, а здесь очень крутые специалисты, врачи, каждый в своем деле мастер, и он дает эту информацию, несет ее молодежи и без каких-то
Очень живо, очень активная публика, активные участники задают классный вопрос, заметно, что слушают, мотают на ус и собираются сделать свою жизнь более здоровой. И еще такой вопрос. Как вы считаете, насколько такие мероприятия полезны для общества? Мероприятия полезны, потому что заставляют нас, не то чтобы заставляют, да, а мотивируют сфокусироваться на здоровом образе жизни. И одно дело, когда мы просто говорим, хочется быть более здоровым, вести более здоровый образ жизни, и другое дело, когда мы слушаем специалистов и понимаем, какими именно способами улучшить качество своей жизни. И напоследок, можете дать какой-нибудь совет нашим подписчикам? Подписаться на меня? Можно такой совет дать? Конечно. Ссылочка будет внизу. Да. И на других спикеров, конечно же, для того, чтобы мы постоянно возвращались к тому, как сделать свою жизнь более здоровой. We don't have the power, but we'll never say never. Sitting in a silent pit, life is a short trip. The music's for the sideman. Yeah. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever? Forever young, I wanna be forever. Вы считаете, насколько такие мероприятия важны? Они очень важны, и я думаю, что в принципе в масштабах и других городов, и Ставрополя такие школы, мне кажется, даже можно это назвать школой здоровья для пациентов, для обычных людей вне медицины, нужно проводить часто достаточно, чтобы развеивать мифы, чтобы было меньше самолечения, чтобы было более здоровое общество. Подобные мероприятия очень актуальны и очень полезны для нашей молодежи. Не только для молодежи, а для лиц еще старшего поколения. Если вы будете проводить подобные мероприятия, я готова содействовать и помогать во всем. Спасибо. А вы не медики, да? Я медик. Она медик. Какое направление? Я учусь на лечебном деле, первый курс. Тогда такой последний вопрос. Какое главное качество должно быть у врача, доктора? Главное быть честным, добросовестным. Да, вот И лечить от я чистого соглашусь с этим, что нужно быть честным и добросовестным, тщательно подходить к лечению своих пациентов. Также я придерживаюсь доказательной медицины. Вот, и хочу сказать, что в первую очередь врач должен уметь находить подход к каждому своему пациенту индивидуально. Как говорил Гиппократ, медицина – это призвание, иначе она ничего не стоит. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we'll never say never. Sitting in a silent pit, life is a short trip. The music's for the sideman. Yeah. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever? И какой-нибудь совет нашим подписчикам? От себя, как от доктора. Подписчикам посещать мероприятия, которые организует Алан, потому что все мероприятия, они направлены на всестороннее развитие и со стороны спорта, и со стороны здоровья, и со стороны развлечений, со стороны самобытности, культуры нашего народа. И быть не просто молчаливым наблюдателем, а и быть участником. Я бы им вот этого пожелала. Совет: никогда ничего не бойтесь, развивайтесь, читайте, изучайте. И, конечно же, посещайте такие мероприятия, когда есть возможность пообщаться с другими людьми. Не замыкайтесь в себе и в соцсетях. Выходите.
Вообще самое простое правило – это выполнять. Если вы выполните что-то одно, это будет гораздо полезнее, если вы будете слушать что-то 10 раз. Просто делайте, в этом весь секрет. Совет такой. Сохраняйте ваш стрессовый уровень на благоприятном, положительном моменте. То есть вот про то, про что я говорила, эустресс – это от положительных эмоций, дистресс – от отрицательных эмоций. Советом вот сегодняшним спикерам все советы должны быть соблюдены, чтобы не хронизировать эту стрессовую нагрузку. Вот и подошел к концу первый день нашего форума. Впереди еще 2 дня, которые обещают стать не менее интересными. Поэтому оставайтесь с нами, следите за нами. Алан Ставрополь. Форум здоровых привычек.